Так, мы в эфире, я так полагаю. Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Аслан Арцуев, 18 часов 01 минута по Берлину, 19:01 по Джахару. Приветствую вас все, друзья. Рад вам всем. Рад вас приветствовать. Так, сегодня снова мы проводим стрим 18 вечером, не как обычно, не в 8, не в 9, как мы обычно делали, а проводим чуть пораньше, в связи с расчетом с учетом месяца Рамадан. Итак, друзья, у меня есть вам немножко что рассказать, и немножко, и не немножко, по-разному. Во-первых, как обычно, я бы хотел начать с потери. Вітаю, пан Аслан, нон-стоп, мистер, вітаю. Як вам Москва? Супер. Ждем столицу теперь, за кораблем, чтобы на дно пошла столица. Сейчас я вам расскажу, что нам сообщает Генеральный штаб Украины, последние новости за сегодняшний день. И после этого перейдем и к Москве, и ко всему остальному. Итак, оперативная информация по состоянию на 18:00, то есть прямо перед нашим выходом, это по 18:00 по Украине, так сообщает на 15 апреля 2022 года, сообщает Александр Ступун или Штупун. Продолжается 51-я эра героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Россия продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. За текущие сутки по всем направлениям ситуация не претерпела существенных изменений. Противник не прекращает ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры в Украине и пытается вести атаку на отдельных направлениях. Продолжение ударов авиации по городу Мариуполь. Частичная блокада Харькова продолжается. На Донецком направлении противник пытался напасть на Маринку, не увенчался успехом. Нарушение норм международного гуманитарного права оккупанты на временно оккупированных территориях продолжают нарушать права украинских граждан. Нарушая правила войны, вражеские диверсионно-разведывательные группы проводят диверсии на территории Украины, похищают или угрожают физической эксплуатацией, отбирают у местных жителей автотранспорт и гражданскую одежду. Российские оккупанты в целях подавления оппозиции украинцев проводят фильтрационные мероприятия и ищут лиц, имевших отношение к военной службе. Во временно оккупированных врагом районах Луганщины задействованы здания, прилегающие к общеобразовательным учреждениям для оснащения дополнительных полевых госпиталей, мест размещения оружия, боеприпасов и военной техники. В некоторых населенных пунктах враг пытается имитировать выборы и незаконно назначить органы местного самоуправления из числа лояльных оккупационной власти местных жителей. Подразделения сил обороны Украины продолжают удерживать определенные оборонительные рубежи, наносят потери противнику и постепенно освобождают населенные пункты от российских танкерных войск. Верим в ЗСУ, вместе мы победим, слава Украине. Героям слава, слава ЗСУ. Добавлю от себя. Так. Далее. По потерям фашистов. Сегодня, 15 апреля 2022 года, на 51-й день русской агрессии против Украины, по данным украинским вооруженных сил Украины, число уничтоженных оккупационных банд войск
личного состава достигла 20 тысяч человек, если так можно сказать. 756 танков, 1976 бронированных машин, 366 артиллерийских систем, 122 РЗСВ, 66 засобы ППО, 163 самолета, 144 вертолета, 135 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1443 автомобильной техники, 76 цистерн, 8 кораблей-катеров. И, как мы знаем, возвращаясь, всех, друзья, вас приветствую. Я вам сейчас покажу корабль, тонущий корабль Москва. Как раз мы тут озвучивал информацию по данным, которые сообщают ЗСУ. Сейчас, одну минуточку. Корабль, крейсер Москва, очень важный, очень главный крейсер, который координировал другие корабли в Черном море, которые находились в акватории Черного моря, рядом на границе в водах Украины, территориальных водах Украины. Также они занимались разведкой, вот этот крейсер, и на нем находился основной штаб военно-морских сил фашистской России, ведущих агрессивную войну против Украины. Так, давайте я вам сейчас продемонстрирую вот это видео, куда попало, как и так далее. И потом, там звука нет, друзья. Вот он, этот кораблик, который потопили славные украинские воины. Вот он, его буксировали, видимо, или не буксировали, они говорили, он во время буксировки или буксирования он затонул. Ну вот сейчас он уходит на дно, с чем я вас всех поздравляю. Я очень надеюсь, что так же, как ушел вот этот корабль, вот этот крейсер, также под названием Москва, также одноименная столица Москва тоже уйдет на дно. Но для этого придется приложить усилия. Усилия придется приложить. Придется приложить как следует усилия. Далее, продолжая тему генерального штаба. Я хотел вам показать. Ну, здесь есть фотографии, которые есть. И вот я хотел небольшое видео. Тактика. Небольшое видео со страницы Генерального штаба Сбройных сил Украины. Подтвердить международную программу для Украины. Тактика России – это преступление против человечности. Их так называемая военная операция является геноцидом. Московские прихвостни, их философы и СМИ призывают к деукраинизации Украины. Представьте злую силу, призывающую к ликвидации вашей семьи, дома, нации и страны в целом. Ты понял суть? Действовать стратегически, подрывать способность России истребить Украину. Подтвердить международную программу кредитования для Украины. Тактические системы обладают тактическим эффектом. Оперативные системы будут иметь оперативные последствия, нацеленные на глобальный мир. Будь быстрым, часы идут. Я хочу сказать вот то, что я буквально вчера говорил, и я в этом уже несколько лет говорю, что существование Украины поставлено на карту. Существование украинства поставлено на карту. Путин создает, как он там называет, триединое государство: Беларусь, Украина и фашистская Россия. Причем главным царем, главными хозяевами славян и белорусов, и украинцев
должны быть искусственно выдуманные, русские с искусственно выдуманным языком. Причем те самые фашисты, русские фашисты, которые на протяжении долгого времени, веков, уничтожали, пытались искоренить украинство как нацию, украинцев как нацию, вообще искоренить они пытались. И, конечно же, они продолжат в том же духе. Сейчас, после того, как произошло десятки тысяч погибших, да, мы будем отчитывать эту войну не с 24 февраля, а с 2014 года, когда русские фашисты напали и аннексировали часть территории Украины. Нам будут рассказывать, что это американцы сделали, нам будут рассказывать, что это там какие-то там плохие люди пытаются там использовать Россию. Но не американцы отжали Крым, не американцы насиловали женщин, маленьких детей в Буче, не американские танки находились под Киевом, и только лишь из-за того, что их вынудили, они убрались. Там, вчера там один эксперт, так называемый, который очень хорошо разбирается в разведке, но и говорит такие очень приятные вещи иногда, говорит, что произошел перелом, задержание Медведчука и так далее, и так далее. Не совсем так, точнее, совсем не так. Перелом произошел после того, когда украинские вооруженные силы вынудили фашистскую Россию отступить из-под Киева. Да, они вернутся, но они вернутся только в одном единственном случае, если у них будет возможность это сделать. И наша задача, и вооруженных сил Украины, и сторонников, добровольцев, защитников Украины, сделать так, чтобы этой возможности у них не было. А когда им тяжело, они убегают. И это мы видели и в Чеченской республике Ичкерия, и мы это видели сейчас под Киевом, из-под Киева, как они драпанули. Причем они не собирались уходить. Если вы понимаете, да, то, что произошло в Буче и в других населенных пунктах под Киевом, это было сделано не для того, чтобы уйти оттуда. Они не планировали. И эти трупы, которые лежали на улице, эти трупы лежали потому, что им было не до них. И ужас вот этих трупов, убитых людей на улице, и насилие, и ужас, это делалось для дальнейшего запугивания и деморализации уже населения Киева, потому что информация доходит, поступает и так далее. И они планировали потом зайти уже и в Киев, и они на всю катушку отрывались. Они отрывались на всю катушку. Просто они поняли, что дальше уже не могут идти, что и дальше все-таки, даже если они пойдут, они будут в Киеве уничтожены. Это будет разгром их полный. И, наверное, надо было сделать так, чтобы заманить в Киев, чтобы их там разгромить. Но они тоже не дураки, у них тоже и разведка работает, и все они понимают. И военные, Путин-то хотел, вот военные не хотели идти в Киев и так далее. Поэтому то, что они делали под Киевом, в Буче и в других населенных пунктах, это делалось для того, чтобы они уже не думали, что эта территория будет занята снова украинцами, и туда приедут какие-то международные журналисты, международные какие-то наблюдатели, иностранные политики и так далее. И вот поэтому они истинное лицо, оскал русского фашизма, они там оголили и показали. Это, я еще раз говорю, это цветочки. Вот как бы это ни казалось ужасным, хотя Владимир Зеленский иногда так говорит, что там он не видел более там ужасного, там еще пару недель назад он это говорил, что более ужасного он не видел и так далее. Конечно, Владимир Зеленский был немного другим занят, и он дружил и веселил этих людей, поэтому он не заметил. Но я, к большому сожалению, не хочу нагнетать, не хочу пугать. Но правду мы должны говорить, мы должны знать, и уже потихонечку украинцы понимают, с кем они имеют дело.
уже некоторые уже все отлично понимают, ну, в целом украинский народ уже начал это потихонечку понимать. Имеем дело с абсолютным злом, то, что было в Буче и других местах. Как бы это ни казалось кощунственным, как бы это ни казалось там жестоким, но это только цветочки. Они вырывают органы, пересаживают органы, они, ну, все это делается в большей части. И убить, вот ЗСУ говорит, что вот 20 тысяч уничтожило, Зеленский говорит, сколько еще нужно уничтожить, там, и так далее, и так далее. Но, во-первых, нужно уничтожить всех. Как бы это, опять же, не было жестоко, кощунственно и не звучало из уст адвоката, правозащитника, это их нужно уничтожить всех. Все, кто пришел на землю Украины, если они не собираются уходить оттуда, они должны, как любой оккупант, должен остаться лежать в земле. Не на Украине, а в Украине они должны остаться. По-другому никак. По-другому никак. Стиснув зубы и продолжить зачистку украинской земли. Паника, моральный дух русских оккупантов так низок. Я вам покажу сегодня видео Гиркина и Квачкова. Это два матерых фашиста, сумасшедших просто ублюдка, которые очень много убивали людей в своей жизни ради какой-то величия России и так далее. Это абсолютно беспринципные, безнравственные ублюдки. Они плачут, фактически причитают. Ну, Гиркина послушать, это одно удовольствие, конечно, он всегда ноет, всегда причитает, особенно уже вот после 2014 года. При всем при этом садист, жесточайший человек, если это существо можно назвать человеком, который убивал, пытал в Чеченской республике Ичкерия, который открыто об этом говорит, который расстреливал, убивал людей в соответствии с приказом от 1941 года, по-моему, сталинским приказом. Людей расстреливал в чужой стране, приехал туда, расстреливал граждан Украины, ну и так далее, и так далее. Это я вам тоже покажу. Давайте я вам сейчас покажу небольшое... Что ты... Так, друзья. Давайте посмотрим. Подивись, як Путін. Що ти робиш, блядь, ти вбиваєш дітей. Endorse an international Lend-Lease program for Ukraine. Russia's tactics are crimes against humanity. Their so-called military operation is genocidal. Moscow's henchmen, their philosophers and media are calling for the de-Ukrainization of Ukraine. What would you do to stop an evil force calling for the elimination of you, your family, home, nation, and country as a whole? Act strategically. Undermine Russia's ability to exterminate Ukraine. Endorse an international Lend-Lease program for Ukraine. Tactical systems have tactical effects. Operational systems will have operational effects aimed at global peace. Ленд-лиз программа будет обеспечена, потому что обещают много вооружений в Украине, уже предоставляется, уже много оружия предоставляется, и оно дальше будет предоставляться. Единственная проблема, немножко наша Германия себя как-то не очень себя начинает вести. Но, как было верно замечено, прикрываясь, да, или на самом деле это только прикрытием можно назвать, прикрываясь тем, что исторической памятью перед русским народом, что
что вот они виноваты, так, немцы перед русскими. Нам рассказывают, что вот не хотят помогать Украине. Но Россия, в отличие от Украины, не была оккупирована немцами. Полностью не была оккупирована. Украина была оккупирована. Почему этой вины нет у немцев перед украинцами? Почему, когда был геноцид чеченского народа, вот этой вины не было перед чеченским народом? А ведь чеченский народ подвергся геноциду этими русскими по надуманному обвинению в том, что мы помогали нацистской Германии. И подвергся геноциду и тотальному истреблению. Окончательное решение чеченского вопроса, когда здесь нацистам не удалось этот вопрос решить с евреями, этот вопрос решали русские с чеченцами и с ингушами, и с другими народами. Но как с чеченцами и ингушами, это было очень показательно так. Хотя не только с нами. Поэтому, мне кажется, это не совсем нравственно вот так прикрываться вот этим вопросом. Нужно помогать, и Германия должна помогать, и все остальные должны помогать Украине. Или же нужно признать, что вот мы вместе хотим поставить Европу на колени. А именно так это и выглядит. Как только Украина будет оккупирована русскими фашистами, Беларусь, Украина, там, Казахстан, Россия и так далее, и совместно уже с немцами можно ставить всю Европу на колени, используя газ и беспринципные методы фашистской России, которые применяет фашистская Россия. Это, знаете, такая вещь, заигрывание с нацистами, с фашистами, по-другому ни Путина, ни его банду назвать нельзя, это выглядит, попахивает возрождением, таким реваншем. Реванш Путина по созданию своей вот этой русской империи, совковой империи. Это называлось коммунизмом. На самом деле это была империя. Это было прикрытие коммунизмами, там сейчас демократия прикрывается. Может, сейчас Германия тоже хочет стать империей, вернуть свои земли. Ну, было бы хорошо вернуть у русских свой Калининград, свой Кёнигсберг. Но это уже другая история. Ну ладно. Так, друзья, давайте я сейчас почитаю ваши комментарии, потом покажу вам некоторые видео моменты с этими террористами. Так, всех витаю, всем ва алейкум ассалам, друзья. Так, пусть каждый день эти цифры растут, дай все, чтобы этих орков стало меньше. Да, ну ладно. Зачем буксировать такой грозный корабль вообще? Так, Богдан, доброго дня, ассаламу алейкум ассалам. И все присутствующие. Аслам, меня поражает тот факт, как им не жалко своих солдат. В Грозном также было. Богдан, знаете, в чем вообще суть этой непобедимости русского войска? Им не то, что не жалко, им надо, чтобы их было больше. Вот эта наша логика, она неуместна в отношении них. Я тоже долго ломал над этим голову, почему они вот убивают мирное население, почему они дают уничтожать своих солдат в таком количестве, да, и так далее, и так далее. Чем больше жертв и мирного населения, и своих солдат, тем величественнее их победа считается. А сейчас в Украине они должны положить миллионы людей, чтобы эта великая победа стала великой победой, как они планируют. Да? Поэтому нет, нисколько не жалко. Они сейчас мобилизуют. Вот я вчера зачитывал
Генеральный штаб Украины, они говорят, что будут сейчас вот уже вот весенний призыв, они будут под него делать скрытую мобилизацию. Конечно, будут сделать скрытую мобилизацию, потом общую мобилизацию сделают, и они будут пытаться сделать все, что возможно только вот для того, чтобы нанести урон Украине, победить Украину. Но Украина выстоит, я в этом не сомневаюсь. И самое главное, все у вас имеется у украинцев, и опыт, и знания у вас имеются, и дух имеется, и мотивация имеется. И они вот этими своими разговорами, мы там не отступим, мы там победим, там мы это выполним приказ, там Кадыров вчера, позавчера говорит, Путин типа поставил команду, мы ее выполним, задачу мы ее выполним и так далее. Они отступят, как отступили из-под Киева. И чем больше погибнет солдат, у них, знаете, нет мотивации. И чем больше погибает солдат, они говорят, смотрите, эти там укропы убили, там эти фашисты, бандеровцы убили наших солдат, надо мстить. И вот хоть такая мотивация появляется. Потом, когда уже война идет уже своим полным ходом, чем больше крови, чем больше убитых, они уже, война живет уже своей жизнью. Все, она уже, там уже люди, которые воюют, имеют свою мотивацию на этой войне. Нужна мотивация для этой войны. У украинцев она есть, у русских ее не хватает. И вот им нужно как можно больше убить. Так, Ильгар Асадов, салам алейкум всем адекватным, слава Украине, свободу Ичкерии, ва алейкум ассалам, героям слава. Так, не только в Рашке, а во всем мире нужно провести дерашизацию, уже по всему миру расползлись. Абсолютно так, абсолютно так. Так, ассаламу алейкум. Ваша, ты связывался с полгоблом? Нет, ва алейкум ассалам, я не связывался. Аслан, на компьютере вирус, шпион или троян загружен, вот и притормаживает интернет. Да, вероятно, да. Или какой-нибудь DOS-атаки, которые они проводят. Каждый раз, когда я начинаю садиться делать стрим, вот тогда у меня начинаются проблемы с интернетом. И видимо, опять. Так, реалити DE. Кстати говоря, подписывайтесь на наш немецкий канал DE Reality. Это тоже наш канал. Ва алейкум ассалам. Так, пани Аслан, Вова, витаю вас, Вова. Аслан, ты связывался? Так, не связывался, я уже читал это. 22-я армия мира уничтожает вторую армию мира. Да, вторая армия мира, она только в экранах телевизора и в воспаленном мозгу русских ватников. Так, всех я еще раз приветствую. Это чушь. Немцы спалили Украину 2 раза. Так, я же говорил, вроде бы, не захватывали Украину. Всем салам, шалом, витаю. Витаю, шалом, файтер. Приветствую тебя. Так, Дни, всех приветствую. Всем алейкум ассалам. Русизм это и есть фашизм и нацизм. Да? Аслан, есть ли новости от Пола Гобла? Так. Ассаламу алейкум, Асан. Как ты думаешь, когда начнется деоккупация нашего государства? Помогут ли нам хоть какие-то государства, как Украине, так как уже многие сейчас поняли, что, что Рашка это террор? Ва алейкум салам, Джомлейл. Я не знаю, если честно, Джомлейл, ва алейкум салам, не знаю, помогут нам или нет. Хотелось бы, чтобы помогли. Я знаю, что страны Балтии нам помогут. Литва нам поможет. Это вообще такая отдельная история. Из поколения в поколение эти люди нам помогают. Не прося ничего взамен, заметьте. Это раз. Украина может нам помочь. Сейчас новая Украина. Не та, которая вот
была даже до вот начала вот этой войны, большой широкомасштабной войны. И не во главе, наверное, с этим Зеленским. Причем Зеленского нужно поддерживать, все остальное и так далее. Но человек какой-то не из нашей темы. Да и, вот как-то так. Не знаю, кто нам поможет. Если нам Соединенные Штаты помогут, мы выкарабкаемся. Кроме них нам помочь некому. Кроме них нам помочь, в принципе, вот, чтобы нас признали и так далее, некому. Не знаю, посмотрим. Сами мы сами не выкарабкаемся из этой ситуации с теми силами, которые у нас есть, как нас оккупировали, как нас оболгали, как мы, в принципе, нас мир и предал. Нас в эту пасть, к этому медведю, запихнули просто, запихнули. Да, вы там неуправляемые исламисты, каратисты. Конечно, вина в этом есть и наша, но только лишь в том, что среди нас оказались обычные предатели, которые есть среди всех народов. И вот я вам сегодня тоже покажу видео, как Гиркин, Стрелков, Гиркин рассказывает, что основные боевые успехи у лугандонцев, у милиции ДНР и ЛНР. Нам всем показывают кадыровцев, нам показывают вот этих тиктокеров, которые на второй и на третьей вообще линии находятся боестолкновений. Реально воюют украинцы, воюют. Вот их набирают насильно, отправляют, вот, украинцы воюют. Об этом надо тогда уж говорить, да, за лугандонцев, да, это хохлы, как их украинцы называют. Поэтому вот такая вот интересная тема тут получается. Пайки Марк, в этом и мудрость Творца, что Россия сама уничтожает себя за все зло, которое она веками несла малым народам. Да и сгинет проклятое племя. Дай Бог. Ночи, вам надо начать с Украины. Наши воины сейчас воюют за Украину. Пусть поднимают там вопрос о признании Украины и Ичкерии. Украина станет европейским лидером после войны. Поддержка Украины будет стимулом остальным странам признать Ичкерию и помочь вам. Файтер Израиль. Да вот ты вот прекрасно знаешь, вот с первых дней ты зритель мой, подписчик мой, мы с тобой знакомы. И ты знаешь практически через меня всю нашу подноготную нашего чеченского иммигрантства здесь, да и в целом. В общем, по крайней мере, черта, я думаю, ты знаешь. И почему бы вам не помочь нам в этом деле? Мы говорим, мы пытаемся поддерживаем. Много чеченцев приехало воевать в Украину, сейчас приехало, поддерживает, воюет. Почему бы вам не помочь и сейчас не поднять этот вопрос? Ваши Гордоны, ваши разные вот эти Киселевы, которых у вас там самый большой подписчиков там и так далее, таких в тренде, которые, они нас не признают. Они фактически делают то, что нужно России. Других мы не видим. Есть чуть меньше в тренде, которые люди, которые, никак не поддерживают нас. Да. Есть блогеры, с которыми мы общаемся, там разные. И, например, тот же, возьмем Дедусика, у меня с ним был, с Виктором, был разговор. И он говорит, вот когда Кавказ поднимется, нужно поддержать, нужно это сделать, это то, все. И такое впечатление, что люди забывают, что мы только что пережили геноцид, и потом кто-то рассчитывает там на Дагестан, на другие Кавказские республики. Вы знаете, что вот эти Кавказские республики теряли своих сынов на нашей войне, которые приезжали
нам помогать, в том числе, ну и против нас приезжали, и за нас приезжали. И все равно эти народы не поднимались. Поднимутся ли они за Украину? Не поднимутся. И вот мне Виктор говорит, ну вот нужно бы поднялись бы, как ты считаешь, и так далее. Я говорю, ну, если подниматься, то давайте нам политическую, финансовую, информационную, военную и остальную помощь, которую только вам оказали. Даже хотя бы 10-ю часть вам тоже. Или пускай это сделает Украина хотя бы. Пускай это сделает ваш президент. Пускай это сделает премьер-министр ваш. Министр обороны это сделает. Еще кто-то это сделает. Ну, министр обороны это военный человек. Пускай политик это сделает. Нет, и Виктор мне говорит, я тебя поддерживаю. Ну и все, и на этом, конечно, заканчивается. Конечно, я уважаю Виктора, Виктор отличный парень, и я его поддерживаю. Я же тоже поддерживаю Украину. Ну, этого недостаточно, правильно? Вот такие вот вещи, которые вам, украинцам, которые понимают это, да, может, сиюминутно от этого не будет пользы, но в дальнейшем это будет польза вам. Почему до сих пор Украина не признает? Не признает. Например, я вот первого дня, как эта война началась, не в первые дни, я из первых дней на стороне Украины, но вот с этой широкомасштабной, я обратился, сказал, ну давай, признайте меня гражданином Ичкерии. Нет, не признали. Но это меня не остановит, я делаю не ради Зеленского, не ради кого-либо, я делаю ради настоящих патриотов Украины и вооруженных сил Украины, которые сейчас защищают. Ну и, конечно, ради будущего Чеченской Республики Ичкерия это делал. Вот такие вот вещи, которые... Нам нужна ваша помощь, нам всех помощь нужна. Зук яц, му яц, юзук, ури. О чем ты? Вот такие вот дела. Какие-то опять так. Тамерлан, Машволь, Александр Кадыров, конечно, тот еще, особенно со своим Дончей, скажет, что выглядит как умственно отсталый. Он не выглядит как умственно отсталый, он есть умственно отсталый. Я говорю об этом везде, стараюсь поднимать тему чеченцев везде. Но я не медийная персона. Тебе надо не только с Дедусиком, но и с Василием чаще общаться онлайн. Его голос громкий в Украине. Василием, ну я общаюсь, конечно. Я и с Дедусиком так, поскольку общаюсь. У меня просто не бывает времени, на самом деле, очень мало бывает времени. Конечно, и с Василием очень хорошие отношения, и со всеми остальными у меня нет ни с кем проблем. Вот есть вот этот, не хочу его снова оскорблять, вот этот Вольнов, как его у вас там, вот этот есть. А остальные у меня со всеми отличные отношения. Так, давайте еще почитаем ваши комментарии. God bless America. В последнее время некоторые СМИ, особенно так называемые независимые российские, упорно стараются переложить зверство, творимое в украинских городах, на чеченцев. Да, Шульдамак, об этом я везде уже трублю, говорю, как могу. Аду Давлетук, кадыровцы записывают всех Кавказ, да еще те, у кого есть бородка. Но вся эта российская солдатня имеет русскую сущность и мышление, а не азербайджанское, чеченское, украинское и прочее. Да? Юрий Цепухов. До сих пор все боятся назвать, что мир перешел в Третью мировую войну. Все должны сплотиться. Да, Юрий, абсолютно так. Аслан Тибайт. Отлично. Звук очень слабый. Так. Безимтар, ты под новыми никами, да, и будешь ко мне заходить, там, опять там про свою вот эту нам рассказывать, да, свою пропаганду. Вот вам не имется. Под разными никами тебя банят, мило, близо, мило, заходишь и снова, и снова, снова и снова, короче. Вот тебе не имется.
Аслан, правда, что наши чечены завалили 2000 кадыровцев? Нет, я не слышал нон-стоп вот этого. Я не слышал кадыровцев. Дождь, Эхо Москвы, Медуза, Кавказ Реалии, Кавказский узел, Комитет против пыток, Навальный Лайв, Новая газета, Муратов, Навальный, Синдеева, Яшин, Собчак, Милашина, Каляпин. Абсолютно с тобой согласен, Крупер. И ты правильно вот это все вот так постоянно выкладываешь. Спасибо тебе большое. Являются проектами фашистского ФСБ, террористической банды ФСБ. Так, надо, чтобы правительство изгнания встретилось с нашим правительством, официально провозгласило независимость Ичкерии. Где бы взять это правительство? Где бы взять это правительство? С этим нашим правительством далеко не уедешь. Я пробовал с этим правительством что-то сделать. Ничего. Ни Ахмед Закаев, ни тем более его окружение. Имитация деятельности по большей части. Кафыровцы это Валаски. Казаки ты имеешь в виду? Москва утонула, дельфины начали изучать новый объект. Так, ну ладно. Уронил телефон, может из-за этого. Я не иду, ну, наверное, может поэтому. Так, друзья, давайте я вам сейчас покажу. Так, это не это я вам хотел показать. Это убираем. Итак, смотрите, друзья. Я вам сейчас постараюсь показать. Так. Есть такие два террориста, сумасшедшие, Квачков и сумасшедший Гиркин, по которым, конечно, плачет камера в Гааге, особенно по Гиркину, который взял себе такую звучную фамилию Стрелков. И везде он подчеркивал, он какой-то спецслужбист и так далее. Обычный просто убийца и фашист. Ну ладно, давайте сейчас я вам покажу. Вот эти два товарища сидят. Итак, смотрите, это на канале Никнейм. Это, по-моему, наш канал Никнейм. Ну, имеется в виду на нашей стороне. Ну, я точно не знаю. Просто он себе закачивал и так далее. Ну, вот я хотел вам показать вот что. Нет, так, давайте оставим вот в таком виде, пускай это будет. Так, русские на войне, говорит. Давайте послушаем, что говорит, и потом продолжим. Соответственно, а кто воюет, если мы берем национальное основание, а кто воюет с нашей стороны? Русская армия. Я ни разу не слышал этого слова. У меня возникло ощущение вообще-то, что главными воинами на этой войне с нашей стороны являются евреи и чеченцы. Евреи и чеченцы, он до этого говорил, я вам просто все показывать не буду, это про Соловьева, там про других, это пропагандисты и кадыровцы. Вот эти двое с российской стороны воюют. И это, на самом деле так это и выглядит. Так это и преподносит путинская пропаганда, ФСБшная пропаганда. И нужно вначале, особенно когда потери не идет все по плану, нужно представить, что идет война между чеченцами и украинцами, ну, евреями, чеченцами и украинцами, а не русско-украинская война. И теперь эти понимают, что гибнут они, 20 тысяч, в основном-то их уничтожено, что все проблемы, все плохо им. И теперь русские фашисты задают вопросом, а мы где, короче? Ну, давайте дальше. Вот это ощущение,
что именно евреи и чеченцы являются той основой противодействия украинской, сионо-бандеровской власти. А тогда кто мы, русские? А почему нет русской темы, почему нет патриотического подъема вообще в средствах массовой информации? Я начал, признаюсь, Юрий Иванович, я уже так слишком разговорился, сейчас хочу завершить. Вот. Я начал смотреть телевизор, признаюсь. Я начал смотреть российское телевидение, чтобы хоть как-то сопоставлять, что делается там и что говорится здесь. У меня такое ощущение, что в России не ведет войну. Я уже сказал, может быть, не очень внятно, повторю еще раз, более жестко. Мы вступили в войну. Специальная военная операция закончилась, и Россия вступила в войну с бандеровской Украиной, захватнической, оккупированной, скажем так, оккупированной американскими и другими европейскими властями, хотя и неформально, скрытно. Ну и теперь уже, наверное, так. Или мы сейчас понимаем, что мы вступили в войну, что нам необходимо готовиться к этой войне. Это отечественная война, потому что малая Россия, Малороссия, Украина – это часть нашего общего триединого русского отечества, великороссов, малороссов, белорусов или исторической России. И мы должны назвать эту войну как войной отечественной. Вот это вот, скажем так, первое. Вы можете называть эту войну войной, спецоперацией, там, я не знаю, там, какими-нибудь играми, все что угодно вы можете называть. Но при всем при этом, конечно же, ничего от этого не изменится. Духа у вас не прибавится. Единственное, что будет с отменой, с изменением названия, да, на самом деле, признание войны, войной в Украине, это отмена моратория на смертную казнь будет. В России просто будут людей расстреливать на законных основаниях, когда Россия вступит в военную фазу открыто по документам, если это будет. И все. И это, конечно же, я об этом тоже говорю, мораторий давно планируют отменить. Они это будут делать, может быть, под видом этой войны, они это будут делать, может быть, еще под каким-то видом. Но еще обозвав это войной, это еще несет еще и другие юридические последствия за собой. Но я так полагаю, что уже как бы они собираются идти ва-банк. Но ва-банк они и так пошли. Все, что у них есть, и так брошено. Они сейчас будут набирать людей. Почему не проводится мобилизация? Вы думаете, Путину не жалко 20 тысяч убитых своих вот этих бандитов, головорезов, погибших уже в Украине, а жалко каких-то там гражданских, которых он еще не призвал? Нет. Все потому, что он боится, что ситуация может выйти из-под контроля. Начать репрессии, начать насильно забирать в армию может стать очень накладно. Русские могут взять в руки оружие. А сейчас, если в войне в Украине, на территории Украины проживает огромное количество русских, которые до конца верили, что Путин приходит к ним с миром, а вот эти плохие бандеровцы, нацисты, которые сидят в Киеве и так далее, там, они должны быть изгнаны. А когда Мариуполь, Харьков и другие города начали бомбить, уже когда сам ты видишь своими глазами, не знаю, насколько нужно быть кретином, чтобы ждать этого момента, хотя война уже идет 8 лет, но вот даже были и до такой степени кретинизма. Ну, не будем их оскорблять. Люди, которым просто было плевать на все, он занимается своими делами, верит он в силу русского единства там, и так далее, и так далее. Так вот, эти русские уже все поняли. И эти русские теперь уже на стороне Украины, на стороне свободного мира против вот этих ублюдков, которые вы сейчас видите на экране. Вот таких вот ублюдков, которые сейчас находятся в Украине. Ну, давайте дальше просто еще продолжим. Очень здесь много есть интересных моментов. Я не буду вас всем загружать. Так. Еще.
доблестные воины Кадырова. Примерно так же, скорее всего, как ведут себя сейчас доблестные воины Рамзана Кадырова, у которого есть боевые подразделения. Но большинство твердо стоит во второй линии и не собираются ее покидать. Даже в третьей. Ну да, не будем об этом говорить. Не рискует супертеррорист Гиркин очень много говорить о Кадырове, потому что недавно его дружок, как-то его там, лугандонец, что-то там ляпнул про кадыровцев, что они воюют не очень. Срочно приехал Адам Демирханов и заставил его извиниться, и заставил сказать его Ахмад Сила. Поэтому Стрелков не хочет рисковать своими усами и снова извиняться на камеру, и быть опущенным. Больше. И так все понятно. Поэтому роль на первом этапе того, что вообще что-то получилось. Ну, вы обратили внимание, что стоят на второй и на третьей линии. Эти люди, вот эти два человека, как бы вы к ним ни относились, прекрасно знают о реальном положении вещей там. Боевые части есть. Эти боевые части для того, чтобы генералитет Путина можно было контролировать, чтобы заставлять его выполнять приказ. Да? Нам Христо Грозев рассказывал, что они заградотряды, там туда-сюда. На самом деле задача не заградотряды кадыровских, вот этих головорезов, а контроль за исполнением приказов Путина. Такой надзорный орган. В ходе этой так называемой спецоперации донецких и луганских ополченцев, Вот, очень важный тоже один момент, послушайте. по факту, вооруженных в разы хуже, не имеющих ни бронетехники нормальной, ни достаточного количества артиллерии, ни даже необходимой выучки, она огромна. Просто огромна. И когда Мариуполь все-таки возьмут, а это будет не завтра, потому что те, кто там остался и зацепился, они уже сдаваться не будут. Это будет в первую очередь заслуга наших ополченцев. Во вторую заслуга морпехов, потерявших своих офицеров, как вы знаете. Почти всех. Слышали? Во-первых, лугандонцы, то есть вчерашние граждане Украины, да, поэтому не надо говорить про кадыровцев. Это отвод акцента внимания. Воюет русская армия и предатели Украины. Вот эти два человека нам об этом говорят. И тоже важный второй момент, что большая часть, почти все офицеры морской пехоты остались лежать в украинской земле. Так, далее, друзья. Далее. Давайте я вам еще одно покажу. Ну, ладно, Стрелкова мы оставим, Гиркина. Ладно, не буду я вам больше показывать. Если захотите, можете потом сами посмотреть. Возвращаясь к тому, что происходит в голове у Путина. А в голове у Путина нам рассказывает об этом Федоров. И это не одного голова Путина, да, что вот Путин что-то представляет себе, и он командует. Нет, это коллективный Путин. Есть Прохоров, Проханов и другие разные такие фашисты, которые, ФСБшники, которые на самом деле строят новую империю, русскую империю. И их девиз, их лозунг, уже давным-давно они об этом открыто заявили, это нужно идти до тех пор, пока не дадут им в нос. Вот в пятак пока им не дадут, вот до того они должны идти. Вот они должны идти. Сейчас им дают в пятак. Сейчас они будут, сколько смогут, отхватить землю они попробуют у Украины. И сейчас задача Украины как можно больше не дать им это отхватить и выкинуть их со своей земли. Потому что если они останутся на территории Украины, они от Украины не отстанут. Они будут дальше лезть, как они это делали через 8 лет, все 8 лет, когда находились в Лугандонии, продолжили. И снова наберутся сил, и снова пойдут на Киев. Поэтому точку нужно ставить сейчас и навсегда.
Но давайте я вам сейчас хочу показать про то, что говорит товарищ Федоров. Давайте тоже. Очень интересно. О чем нам рассказывает товарищ Федоров. Так, внимание. Спонтанное, практически это просто хаос, который надо будет наводить порядок, но пройдет еще неизвестно сколько времени, пока наведешь. И все это время будет беспорядок, понимаете, да? Угу. Вот эти вещи же надо учитывать. Поэтому тут это очень осторожное, очень аккуратное поле. Понятно, что через военные действия, в чем мы говорим, как бы плюс военных действий, что это они запустили процесс. Вот мы же об этом все время говорим. Посмотрите, там пару лет. Вот как раз это к вопросу Богдану, который мне только что задавался, почему вот эти потери важны. Вот что говорит Федоров, смотрите. Назад есть ролики, где я прямо об этом говорил, что неизбежны и военные действия. Эти военные действия будут долгие и тяжелые, и через них мы запустим процесс внутреннего национально-освободительных реформ, ну то есть революции на самом деле сверху, во главе с главнокомандующим. И вот это и есть эффект. Но этот эффект сработает, когда будут потери и когда будет тяжесть и тяготы и лишения, так сказать, военной операции. Вот, понимаете, да, суть? Для того, чтобы убрать конкурирующую фирму, лиц, групп, которые в том числе, как я полагаю, как об этом говорит Федоров, вероятно, работают и на разведке разных стран мира. Наверное, это тоже, не нужно это исключать, конечно же. Наверное, это и тоже есть. Для воссоздания своего государства, своего путинского государства, путинского царства, нужно понести максимально большие потери. Потери такие, чтобы русский народ взвыл. Он должен взвыть, ему должно быть тяжело, ему должно быть трудно. И потери должны быть ощутимыми, чтобы был эффект. И вот когда произойдут вот эти потери, вот тогда можно будет уже отменять мораторий на смертную казнь, проводить зачистку, во-первых, своего генералитета. Да? Это не обязательно, они работают на американскую, на английскую разведку. Смерть шпионов, как мы помним во время сталинского, об этом Федоров много раз говорил, что Сталин не просто так зачищал свое окружение, ведь реально же были вот эти агенты там и так далее. Значит, если ты не согласен со Сталиным, ты должен был автоматически стать шпионом. То же самое происходит. Конечно, и агентура тоже, наверное, есть. Но будут зачищать не только агентуру, даже, скорее всего, агентуру свои кураторы вывезут или постараются спасти. Будут защищать всех недовольных. И придут новые люди на место вот этого круга, который есть вокруг Путина. Потому что этот старый круг, который коррумпирован, который имеет свои связи, который представляет для Путина угрозу, он должен быть зачищен, чтобы угроза для Путина была скинута. Кадыров же, опять же, возвращаясь к Кадырову, играет роль просто палача, который рядом ходит как Малюта Скуратов. Он играет его роль. Это очень доверенный человек, как и Золотов, и Кадыров. Это очень доверенные люди, которые верой и правдой служат Путину. И именно поэтому нужно убрать Кадырова. Именно поэтому либерасты вроде Яшина, Алешки Навального, о нем тоже я вам чуть-чуть сегодня расскажу, и других там разных там вот этих мерзавцев призывают совершить геноцид под видом уничтожения кадыровцев. Геноцид чеченского народа, новый геноцид. А ублюдки чеченоговорящие, которые еще со времен Джохара Дудаева, кристально чистые предатели, да, всегда верные русским клопы с русского ватника, чеченоговорящие, они хотят сместить этого Кадырова. И они готовы еще один геноцид совершить над чеченским народом, чтобы прийти к этой власти. Вот тоже очень важная проблема, которую мы тоже должны не забывать. Если мы об этом будем говорить, по крайней мере, это будет как-то их
сдерживать и останавливать. Но давайте я вам тогда покажу еще одно видео, и я уже не буду вас долго мучить этими Федоровыми и другими остальными. Так, докуда, возвращаясь к этим Федорову, это чуть ранее у него было, это неоднократно он это говорил, докуда должны дойти, это так для немцев, которые планируют заигрывать с Путиным, с русским фашизмом, заигрывают, да, АФД есть такая, вот здесь фактически играющая, ну, на скрипке у военного преступника, на подтанцовках, финансируемая, скорее всего, фашистской Россией и Путиным. И многие фашисты, казнокрады, путиноиды, люди, совершавшие геноцид чеченского народа, военные преступления, преступления против человечности, против чеченского народа. Эти люди здесь находят убежище, такой Якунин здесь обосновался, Кох обосновался, ну и много других людей, даже которых фамилии я и не знаю сам лично, обосновались и здесь находятся. И для этих людей, чтобы они понимали, когда я когда-то рассказывал, что Украина входит, об этом Федоров говорил, это говорит Федоров не от себя, это глубинная их стратегия, их план, что Украину они будут присоединять. Украинцы надо мной посмеивались, да, ну так, немножко саркастично относились, так, ну куда там, мы же, ну вы да, но вы же чеченцы, вы же мусульмане, там еще что-то там и так далее, но мы-то, мы же славяне, мы братья там, это было все, да, и сейчас, через 8 лет, я уже вижу других украинцев, но по большей части подавляющее большинство украинцев, даже 8, 9 лет, 10 лет об этом назад, вели себя по-другому. Сейчас же я говорю немцам об этом, буквально некоторое время назад я встречался там с одними уважаемыми людьми, и им сказал, что вот украинцы тоже подтрунивали надо мной, не доверяли, когда мне говорили. А сейчас я вам утверждаю, что половина Берлина это их русская земля, она пролита, там пролита русская кровь, ну и не русская тоже, конечно, советская кровь, и они считают, что это их. И они тоже засмеялись. Я говорю, украинцы тоже смеялись. Украинцы смеялись тоже. И тогда они перестали улыбаться. Ну вот смотрите, что говорит вот этот ублюдок, которого, конечно же, нужно отправить в Гаагу вместе с Путиным. Вот это пока не будет восстановлен закон о международное право 1945 года. Ну на то и закон придумали, чтобы иметь стабильность. Нет закона, нет стабильности. У нас это же военная операция 100-я. Будем... Вот, обратите внимание, с момента развала Советского Союза это 100-я военная операция, говорит Федоров. Так они восстанавливали, они нам заговаривали зубы, что какой-то Нагорный Карабах, какие-то азербайджанский, армянский конфликт. Рассказывали, что в Чечне там они восстанавливают какой-то там конституционный порядок, там побеждают террористов там, и так далее. Сейчас в Украине они денационализируют и демилитаризируют украинцев. И под разными предлогами везде, в Осетии, в Ингушетии, они там за пригородные, ну везде, где они были, они проводили войны. И они эти войны проводят для того, чтобы восстановить свою империю. Это их глубинная задумка. Это основа основ, от чего они основываются. Потому что вот этот генералитет, вот это все войско ихнее, да, их вот эта фашистская их идеология, которая есть, она чем-то должна подпитываться. И подпитывается она именно этим, восстановлением великого русского государства под управлением царя Владимира. Вот так они будут. Вот смотрите, что говорит Федоров. Так говорить на территории Советского Союза за 30 лет. Ну, уже надо же догадаться, что это правило такое. Что, значит, будет 101-я, 102-я.
Он говорит здесь, что мы было 100 мы уже провели, надо было догадаться, говорит, что в Украине это все-таки это будет, говорит. Надо же было догадаться, мы же об этом говорили, говорит. Ну, это 100 было, значит, 101 будет, и 102 будет. А 102 это значит, после Украины будет Польша, страны Балтии, а потом и до Берлина доберутся. 103, 110, пока не будут стабильность. Стабильность на базе закона международного права 1945 года. Но для этого надо сейчас уже объявить о том, что это наша территория, мы ее восстанавливаем. То есть сразу объявить всем, народу и миру, смыслы и цели, благодаря которых мы уходим от войны и восстанавливаем стабильность. Ну, вот так вот. Это очень много нужно смотреть, анализировать, понимать, о чем он говорит. Очень много полезного он там выдает, иногда проскакивает. Ну, в принципе, можно сказать, что Федоров один из самых честных людей, которые есть на их сортирном небосклоне. Вот, ну, нужно признать. Это, по крайней мере, выдает, его задача такая. Потому что нужна группа людей. И именно вот эти федоровцы, вот эти нодовцы так называемые, они будут те, кто будет зачищать вот это все путинское окружение. Он об этом тоже открыто говорит. Он их этим подкупает. Он им это и заявляет. Вот мы придем к власти, там, туда-сюда и так далее. Как любят некоторые там политики. Да, вот я тоже встречался недавно, ну, уже определенное время тому назад, и русскими политиками, и первое, что говорит, и он смотрит на тебя, говорит, вот когда мы придем к власти, говорит, и мы вот там туда-сюда, и ждут от тебя реакции, ты скажешь, о, да, этот человек, который придет к власти, этот русский, и я должен держаться его, все, ты ему уже должен. Ну вот приблизительно Федоров ведет такую же политику и рассказывает, что нужно держаться вот этого нода, проводить пикеты, там, 3-10. Очень слабое у них это все движение. Нужно признать, у русских, русские, конечно, очень морально-нравственные рамки очень размытые, очень ограничены у большей части народа, но у них инстинкт самосохранения очень хорошо работает. И спасение русской нации, которая все-таки дожила до этого состояния, да, до сегодняшнего состояния, она же должна была, по идее, вот в таком запале просто исчезнуть, это саботаж. Те действия, когда они видят, что их шлют на войну. Да, это очень такая не мужская такая позиция, такая, ну, трусливая, жалкая, прямо скажем, позиция. Но при всем при этом она работает и дает выживаемость определенной части. Да? Кто-то выживает. И в основном, конечно, благодаря русским женщинам они сохраняются. Потому что мужчины, они испиваются, и гибнут и так далее. Если бы не русские бабы, которые их нарожают, русская нация уже прекратила бы свое существование. И вообще, если кто-то хочет разобраться, уничтожить, да, или переформатировать, скажем так, уничтожать, конечно, ни в коем случае никого нельзя, переформатировать русское общество, они должны сделать акцент на русских женщин. Если они хотят изменить это общество, сделать его нормальным. Начать воспитывать этих женщин, как-то их переделывать. Потому что на них, у них общество и держится. Но это так, не имея отношения к нашей основной теме. Так, друзья, мы уже час 10 минут в эфире. Слушаю, смотрю ваш, давайте почитаю ваши немножко комментарии. Можно ли спаспи? Не понял я, парень. Так, воюют только евреи, чеченцы. Это настолько дикий сюр, что я даже не знаю, как это комментировать. А потом, после войны, будут говорить так же, это же не мы, это евреи, чеченцы. Вильпес и культ. Абсолютно верно. Но знаешь, в чем проблема будет? И евреи, и чеченцы получат сперва таких пашей, которым мало не покажется. Особенно, я думаю, чеченцы получат. У евреев-то есть государство, есть кому заступиться. И они с оружием в руках не воюют. Там Соловьева, там туда-сюда, там чуть-чуть
словесно опять оскорбляют евреев, и этим, может быть, отделаются евреи. А вот чеченцы получат по полной. Вот об этом я и говорю, и это я хочу пресечь как-нибудь. Так, друзья, я хотел сегодня выйти в эфир с Хусейном Исхановым. Хусейн Исханов и Ибрагим Никархо отправили гуманитарную помощь в Украину, и они могут сегодня выйти на связь. Так. Так, Асан, це я маю на увазі попереднему до писем. Пожалуйста, Микол, пишите, если можно, по-русски. Я иногда не понимаю. Це я маю, это я понимаю. Иногда какое-нибудь слово, особенно в коротком предложении, да, в длинном предложении можно смысл понять. Что значит это конкретное слово. Соловьев такой, а не еврей. Абсолютно согласен. То же самое могу сказать и про Кадырова. Он не чеченец, а вот то же самое, что вы сказали. Так, какая отечественная? Цирк, Америка оккупировала Украину. Да. Ну тогда, знаете, раз вот, Микола, то, что вы говорите, Америка оккупировала Украину. Значит, украинцев убираем. Значит, получается, чеченцы и евреи воюют против Америки. Так получается. Ну, наконец-то, достойно сразимся с Америкой, может, да? Так, не отечественно. Так, ассаламу алейкум, анзуру алейкум салам. Я из Харькова всегда за Украину был. Михаил Мансуров. Михаил, вы красавчик. Эти двое из тех бурлаков, которые нет места на этой земле. День Нептуна для Рашки настал. Боится, что Кремом... Так, Аслан, можно ли спать? Так, Путин это мясник, поэтому у него и его банды это операция «Вставай, мир» против империи зла. Да. Михаил Мансур, Аслан, можно ли спасти Мариуполь? Мариуполь это боль. Михаил Мансуров, я не знаю, я хочу кричать по этому Мариуполю, честное слово. Я хочу взывать просто мир, Украину, мир взывать бесполезно, только украинские войска и украинский народ может их деблокировать, их как-то вывести оттуда, помочь им выйти оттуда. Ну, в принципе, я думаю, выйти и прорваться из окружения, в принципе, у них есть такая возможность. Они не хотят отпускать этот Мариуполь и тем самым удерживают на себе огромное количество фашистских войск. Но есть ЗСУ, я понимаю, что все делается для того, чтобы победить врага, поэтому просто не лезу со своими советами к ЗСУ и кому-либо. Конечно же, это моя тоже боль, как и ваша. Я поддерживаю, люблю, уважаю, горжусь теми защитниками Мариуполя. Вы уже золотыми буквами вписали, они писали буквами свои имена. И я надеюсь, вы выстоите, победите. Да? Как говорил Джохар Дудаев, украинцы не настолько слабы, как вам может показаться. И сейчас мы видим с первого дня войны, что украинцы далеко не так слабы, и весь мир поддерживает. Единственное, что нужно для победы, это дух. Его не занимать у вас. Ни в коем случае не падайте духом. Мы победили из абсолютно проигрышной ситуации в Первую русско-чеченскую войну, абсолютно безвыходной, невозможной ситуации, потеряв президента, потеряв разрушенные города, села, убиты сотни тысяч наших граждан, мы более 100 тысяч было убито, 120-140 тысяч было убито в Первую русско-чеченскую войну. Мы вышли из этой ситуации.
и победили в Первой русско-чеченской войне. Потом, конечно, мы спецслужбам, спецмероприятиям, вот этим всем проиграли. Предатели не зачистили среди своих, да, были очень наивны по отношению к предателям. Вот было такое. Но сейчас у вас есть вся возможность победить. Дай Аллах. Я молюсь за них. Я молюсь. В этот священный месяц Рамадан я молюсь за защитников всей Украины и за защитников, в частности, Мариуполя. Русская империя сдохла в Ичкерии, Нью-Газеризон. Да, абсолютно верно. Абсолютно. Абсолютно. И кто-то там писал в Фейсбуке, что вот там победа Украины, что русскую армию можно бить, показали в Украине. Да, показали, но не только в Украине. Это показали в Чеченской республике Ичкерия. У Федорова, видимо, на отоплении бабла не хватает, и уличные куртки сидит в помещении, шиза на шизе. Он, это военная форма, он как война началась, одел эту форму. Он надел эту форму. Так, Аслан, про то, что хотят устроить геноцид над нами и так далее, это сделать бы вырезку. Хорошо бы сделать, леди, хорошо бы. Аслан, зум эфир Хирюй. Да, вот сейчас, если Хусейн выйдет, сегодня я хотел с ним провести зум с Хусейном и с Ибраимом. Они повезли гуманитарку в Украину, они должны выйти со мной на связь. Вот я жду от них сообщения. Пока не было от них сообщения. Но сейчас уже время эфира заканчивается, мне тоже нужно сейчас идти. Может быть, уже тогда потом. Может, они видео запишут, я просто выложу у себя на экране. Сумасшедший психот. Так, вслед за кораблем надо послать туда ему место. Аслан, главное, ночью Ичкерия. Так, Украина, дякую за допомогу. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Так, слава героям Мариуполя. Героям слава, да. Боже, храни Англию. Да, Боже, храни королеву. Аслан, не пора ли открыть второй фронт, именно Кавказский, пока сложилась такая ситуация? Пора, Шульдамаг, только нам, во-первых, кроме чеченцев открывать, при всем уважении ко всем остальным, некому, потому что во время войны просто, активной фазы боевых действий, никто так и не присоединился, кроме отдельных героев из разных народов. Народы не поднялись в целом, да, митинги, там, акции там, и так далее, этого мы не увидели. А мы, пережившие геноцид, сейчас находимся в тяжелейшем положении. Хоть духом мы остались теми же, но, как ты знаешь, мы пережили геноцид, наши люди в тяжелом положении находятся и в финансовом, и в информационном, политическом. Нам бы хотя бы площадку профессиональных журналистов там, и так далее, чтобы мы могли эту информацию доносить до нужных людей. Ну, посмотрим. Так, Боже, храни королеву, Баркал. Так, друзья, я вам хотел еще немножко показать. Видео. Я вам хотел показать Овального. Смотрите, я вам сейчас покажу Овального. Алешку. Вы знаете Алешку Овального? Так, одну минутку. Так.
секундочку, друзья. Ну, смотрите. Навальный вчера, 14-го, опять потерял. Черт побери, как говорится. Вот оно. 14 апреля 22 года в 3 часа 8 минут 3 часа 8 минут прислал твиттер, с айфона прислал, как здесь указывается, да? Сейчас я... Ну, это у меня она отображается наоборот, поэтому сейчас это будет не очень удобно. Просто верьте мне на слово. И вот, смотрите. Один выстрел Джавелин, пишет Алешка Навальный, стоит 230 тысяч долларов. За те же деньги мы получили бы 200 миллионов просмотров рекламы в разных форматах и обеспечили бы не менее 300 тысяч кликов по ссылкам или не менее 8 миллионов просмотров на видео с правдой о том, что происходит в Украине. Ребят, этот человек... Главный враг Путина, претендент на власть России и так далее, и так далее. Во-первых, из тюрьмы может писать твиты со своего айфона. Это раз. Как это вообще возможно? Во-вторых, дипломированный имперец, фашист Алешка Навальный говорит нам, что его видосики раскручиваются за деньги. Понимаете, да? Что я никогда не платил за свои видео ни одной копейки, чтобы они раскручивались, чтобы их кто-то смотрел и так далее. Я прошу своих зрителей распространять в социальных сетях, но больше все, никогда не плачу за это бабки. Теперь понятно, почему их так много смотрят, и вот их задача, чтобы их смотрели и тем самым подкупать людей вот этим. Причем смотрят непонятно кто, да, и они платят вот эти миллионы денег, миллионы рублей или сотни тысяч долларов, чтобы вот их так раскручивали. Ну и это ладно, черт с ним. Для того, чтобы показать свою эту полуправду, всю правду же не говорят. Он никогда не говорил о преступлении, этот фашист Навальный говорил, что нужно убивать чеченцев и легализовать оружие, для того, чтобы этот дипломированный националист жил в Москве спокойно. Нужно легализовать оружие, а чеченцев, которые хотят жить свободно, без этой фашистской России, нужно убивать. Я это понимаю, что украинцев, которые хотят жить свободно от русских, нужно убивать, скажет Навальный. И скажет, не сомневаюсь. И все, кто вот сейчас, Арестович к ним начал часто ходить, я понимаю, у них аудитория, нужно об этом говорить и так далее. Зачем просто? Зачем? Никакого толка от этого нет. Если Арестович у себя на канале это даст, они и так придут, посмотрят, кому есть до этого дело. Зачем их легализовать? Зачем Фейкина легализовывать? Зачем Ходорковского легализовывать? Ладно, американцы, там, немцы, там, кто-то там что-то там делает. Но зачем это делать украинцам, воюющим украинцам, я не могу понять. Вот вы меня убейте, не могу понять. Ведь когда они придут к власти, они же то же самое будут делать, то же, что делает Путин. Потому что это агент ФСБ, это симулятор. Никакой Навальный не свободный человек. Они будут делать то же самое. Почему нельзя пойти к сотнику? Допустим, у меня мало тысяч просмотров, и чеченцев, ну, все почему-то сторонятся. Но идите к сотнику. Вот единственный человек, которому я доверяю в России. Идите к Курочкиным. Ну, у них тоже мало подписчиков. Ну, у сотников тоже 500 тысяч подписчиков есть. Почему? Я не понимаю, для чего это делают украинские вот представители власти. Вот не понимаю просто. Ну да ладно. И вот клинический идиот Навальный рассказывает, что его вот эти видосики с полуправдой могли бы остановить, если бы много посмотрели бы, Навальный стал бы популярным, там Арестович станет популярным, который у Навальнят там выступает.
много людей запомнят о Навальном, о Навальнятах, о Арестовиче. Вот эти люди имеют представление, как остановить русские танки под Киевом, если не будет джавелинов. А Навальный, ну просто логику этих людей просто задумайтесь. Он сидит в тюрьме, ему позволяют писать. Чеченцев тысячи, если не десятки тысяч убито в этих концлагерях. А и Навального травят, недотравливают, какие-то спецоперации. Потом к нему едет Меркель. И я полагаю, что если к нему поехала Меркель, а его эскортом везут, как там вип-персону и так далее, потом в Шарите больницу его помещают, и туда приезжает Меркель. Ну, значит, там немецкие спецслужбы. Где немецкие спецслужбы? Это либо американские спецслужбы, либо Штази, советские, русские спецслужбы КГБ. А Штази была одна из самых успешных советских спецслужб на тот период. Вот такие вот Саша, Алешка Навальный выдает из мест лишения свободы. Очень интересно, конечно, очень интересно, что происходит. И кто-то после этого начинает дальше поддерживать этого Навального, кто-то в это во все верит, что этот человек независим. Потом, после этого, нужно верить Христу Грозеву, который возглавлял радио «Катюша» с таким чисто болгарским названием «Град», установка «Град», «Катюша». Вот этим градом сносились с лица земли квартал за квартал населенные пункты Чеченской Республики, когда Христо Грозев, супер эксперт, супер там способный человек, занимался входил в медиа, пропагандистские медиа фашистской России. Не знаю, может там они не обсуждали новости, что сегодня убит очередной чеченский террорист, окруженный в доме, передавали. У меня это на подкорке все засело, как передавали. По всех радио, телевизора и так далее. Везде, каждый день. Сегодня убит чеченский террорист. Не просто террорист говорили. Почему я пишу постоянно русский терроризм, русский фашизм? Это моя мща такая. И даже если я еще проживу 10 жизней, я не смогу отомстить даже 1%, что они вылили грязь на меня и на мой народ. Везде подчеркиваю, чеченский террорист, чеченский бандит, чеченский след. Так сейчас кадыровцы. И украинцы этому подыгрывают. Украинцы, перестаньте, так нельзя. Вы следующие. И сейчас, если пошатнется ваша ситуация, вы будете так же гонимы и преследуемы, как и мы. Так что вот такие вот дела. На этом сейчас я вернусь к вашим комментариям. Так. Назальный или насральный империалист и империалист национал фашист. Правильно будет его называть. Ну все, ребят, вы тут изгаляетесь. Националистов Сотника и Курочкина ненавидят. Арестович белорус. Да, Арестович белорус. Ну, салам всем свободным людям. Салам, как ты думаешь, будет суд над фашистской РФ и будет ли открыт архив КГБ и ФСБ? Также выявлены все агенты по всему миру. Я очень на это надеюсь, Эд. Салам, рад тебя наблюдать. Я как раз заканчиваю наш стрим. На этом наш стрим заканчивается. Я очень надеюсь, Эд, что будут открыты архивы ФСБ, КГБ, или они будут сожжены этими КГБшниками. И я очень надеюсь, что будет суд. Ну, по крайней мере, я буду этого добиваться и призывать к этому всегда. Всего самого хорошего. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Слава Ичкерии, слава Украине. Все будет Ичкерия.
Господи, благослови Америку. Адикюэль маш оль ассалам алейкум. Всего самого хорошего, друзья.